Друзья, сейчас я предлагаю вам посмотреть, как 16 апреля 2026 года в зале Витебской областной библиотеки имени Ленина прошла творческая встреча с известной актрисой Светланой Жуковской в рамках творческого проекта «Колосаўцы». «Колосаўцы» – это вельмі ганарова, и все это наладживается в гонор того, что в этом году исполняется 100 год нашему Национальному академичному драматичному театру имя Якуба Колоса. И сегодняшняя встреча с героиней, любимой многими витяблянами, Светлана Николаевна Жуковская. Национального академичного драматичного театра имя Якуба Колоса, уладальник приза Белорусского союза театральных деячаў «Крыштальная зорка». Литературный редактор театра Юрий Геннадьевич Ивановский. Ну, я пачну з самого початку, як это заўсёды бывае. Это дзяцінства, гэта сям'я, гэта радзіма, гэта той маленькі куток, дзе Светлана Миколаевна нарадзілася, дзе першыя крокі зрабіла нам сваім, што тут і ліку творчыя крокі. У сям'і Светланы Жуковскай усе займаліся тэатрам. Нягледзячы на то, што жылі не ў вялікім горадзе, а не ў сталіцы, а ў маленькім мястэчку Астрыно на Гродзеншчыне.
сям'і Святланы Жуковскай усе займаліся так. Бацька нават нейкі час кіраваў народным тэатрам Дома культуры. Мама там же была суфлёром. Танцевала, спевала и выходила на сцену в невеличких ролях. Давал себе как самодельный артист и старейший брат Светлана. Зараз я запрошаю до микрофона Светлану Миколаевну. Во-первых, я хочу поздороваться с вами со всеми. Великий вам дякую за то, что вы сегодня пришли сюда, у эту залу, с нагоды надыходячего свята нашего славутого театра. Нам хутка 100 год. И видите, я вспомнила такую невеличкую притчу. Есть на земле маленькая пташечка. Это колибри. И вот она один раз у 100 год прилетает до самой великой горы. Клюнула и полетела назад. Про 100 год она прилетела, клюнула и отлетает. И вот когда она уже склявала эту гору, это и есть имгнение вечности. И я тогда подумала, что такое 100 год нашему театру. Ну, для вечности, ну, амаль ничто, мало, махчимо для вечности, а для человечего життя это уже шмат. Вы же поглядите, сколько поколений наших артистов, пробачьте за это слово, поклали свое життя, как наш театр, и по сегодняшний день жил. И я хочу сказать, театр жил, театр живет, и театр будет жить. Да, а зараз я буду задавати питання. Скажите, будь ласка, Світлана, коли, ну я то гэта крыху ведаю, але наши гледачи не ведаюць, мабуть, коли, при яких умовах адбыўся твой самый першы сценічны дебют? Я расскажу зараз, вот пока фотка такая стоит, вот это моя мать. И она моя первая наставница, а это я, вот Светочка Жуковская, Галя, мать и побач. Ну, и не побоюсь сказать, вот это мое первое кохание. На жаль, пошел життя зовсім, ну, на 50-м году народжения, и он хотел быть врачом, и он им стал. И написали, когда он пошел життя, написали, пошел врач от Бога. Я хотела быть артисткой, и я ею стала. Первый раз я вышла на сцену у 6 год. Спектакль был «Голубка Ганка». И я повинна была приходить на могилку до своей матери. А со мной был дядок такий, артист, знаете, где он там працевал, я не ведаю, а увечері у театрі. И он хромал по житті. И я ночью его так спужалась и говорю своей маме, я не пойду на сцену. Все, мне плохо, я не пойду. И брыкнулась у кресла и ляжу. Мама на меня говорит, плохо тебе стало, дрянно. И она быстро, худенько побежала у залу, взяла дівчинку, розтлумачила, що їй треба робити, як треба підійти до могилки, ну і сказати мамі до побачення. І все, і та дівчинка зіграла, і при мені мама віддає їй рубель. А тоді в Народному театрі артисти після спектакля отримували гроші. Ну, головная роль – больше грошей, центральная роль – поменьше грошей. А я отримувала рубель. А что такое рубель? Когда я себе эти самые, купляла себе туфельки за копеечку, это, хлеб стоил 16 копеек. Что такое рубель был, правда? И вот она при мне отдает этой девчинке и говорит, дякую тебе. Я гляжу на ее, говорю, дочушка, когда ты хочешь пойти в эту профессию, ніколи не треба нічого бояться. Будеш бояться, нічого у тебе не тримається. І я 6 років запомнила на все життя, виходиш на сцену, все,
отпадает. Все, проблемы домашние, хатние, другие, іншие. Ты выходишь на сцену, и ты ничего не боишься. Потому что сядет щирый глядач, и ты повинна ему все рассказать. И так само щиро. И я с того момента перестала бояться сцены, правда. Маленькая девчинка, это вот дедок, который, подхрамывала дочь, я забоялась его. Ну ничего, потом все было нормально, все было вот так. Перший был мой выход, у 6 год. И театр, іде праз моє життя. А по-чесно я вам скажу, что марила я крышечку об іншому. Я марила все життя співати. То есть, у меня такое питание. Наколькі я ведаю, у 16-гадовым узросце тебе нават запрашалі поступать у Московскую консерваторию. Ну, так. Вось як гэта адбылося, і хто гэта быў чалавек, які вот такую прапанову? Мне было 16 год. Я с братом ездила по свадьбах. У меня брат, и он играл в вокально-инструментальном ансамбле, спевал, и запрошивал меня коли-николи спевать с ним этой свадьбы. Была польско-белорусская свадьба. И я там 3 дня спевала, я не ведала, что там есть наставница с консерватории. И потом подходит до меня женщина и говорит: Светлана, вот мой адрес, я чакаю тебе у консерватории до меня на 3-й курс. Девочке 16 год, еще год был до заканчивания школы. Вот, я такая, так. И вот, я боялась, знал той страх. Праз год я написала письмо этой женщине, и мне пришел праз месяц отказ. На письме написано было: адресат выбыл, и я зразумела, что яна поменяла адрес. Хотя я в Москве жила, здесь и поменяла. Как на сегодняшний мой розум, я бы поехала в консерваторию, я бы знайшла эту женщину. Разумеете, мне 16 год, я далее Гродно, Щучин, Острено, нигде никуда не ездила. Так что я вот таки свой случай, как говорят, я упустила. Не треба пропускать, коли иде удача, скажем так, табе у руки, не треба гэтага пропускать. Але гэта я уже зразумела поздней. Але я вам так скажу, я не шкадую, что я сегодня працую у нашем любимом театре голоса. Легко отступить, так сказать, уже так подробязно от биографии, и в сувязі з гэтым хочу нагадать, что Светлана Николаевна двойчы становился дипломантом республиканских конкурсов актерской песни у 1995-1997 годах, а у 2000 году уже отрымала гран-при республиканского музычного телевизионного конкурсу «Спевають актери драматичного театру и кино». Зараз давайте мы Я з задоволенням заспіваю. Нехай кожного чоловіка співаються мемуари. Кто тебя выдумал, звездная страна? Снится мне издавна, снится мне она. Выйду я из дому, прямо за пристанью бьется волна. Ветреным вечером смолкнут крики птиц, звездный замечу я свет из-под ресниц. Прямо навстречу мне выйдет доверчивый маленький принц. Самое главное — сказку не спугнуть, миру бескрайнему окна распахнуть. Мчится мой парусник, мчится мой парусник, мчится мой парусник в сказочный путь.
побережье света и добра. Там, где с надеждами, там, где с надеждами самые нежные бродят слова. В детстве оставлены давние друзья. Жизнь — это плавание в дальние края. Песни прощальные, гавани дальние. В жизни у каждого сказка своя. Самое главное — сказку не спугнуть. Браво! Ну, если... Вот, да. Подождите, Верочка, сейчас. Если уж такую песню спела, значит, хочется какое-то, знаете, как стихотворение, наверное, напрашивается. Я скажу, ну что, о чем женщина может говорить? О любви, о кахании, и вот есть такое вершик такие. Я его давно не читала, а вот мне захотелось прочитать, що таке жінка і які відносини у її з мужчиною. Чекають себе і сумно на душі, гукають тебе, простенку утеши, отказу нема, мой боль не потушить, отказу нема, ну что ж тут ворожить? Ті рипне де снег, ті ветер загуде, ті спинить свой бег тростинка на воде, напруживаю слых, тебе ж нема ніде, напруживаю слых, тебе ж нема ніде. Под зоркой одна, самотно я стою, и жить успомин мелодию мою, и тешуся я, что, може, хоть у сне, коханенький мой, почуешь ты меня. Ну, вот такое питання, правда, напевно, отказ буде, так сказати, не у двох словах. Як же ти потрапила в Колосовський театр? Які, так сказати, стяжинки вот до этого проекта? Як я потрапила в Колосовский театр? Я пойду вниз, потому что фотоздымочки не бачу. Я вам хочу сказать, вот это Раиса Григорьевич, ведущая майстра сцены, артистка Сябровка, пришла меня повествовать. Город Гродно, и мы спеваем все якусь... Самые активные там. Активные, да, такие были, ой, такие шебуршунчики были. И спеваем якусь народную песню. Мы заводные были, придумывали некие сценарии, проекты. Ну, коротенько, что мы шевелили в училище мастерства. Правда. Вот такие были мы. Я с Городни, Рая с Пинщины. Можно так сказать, правда? Да, правильно сказала. Вот. И мы не отчули одну у училище, и тому я это не расставались. И вы слухайте, на апошнем курсе, значит, не на апошнем, мы уже заканчивали училище, глядел, я не памятаю, полное прозвище Орлов, наши спектакли, госпектакли наши, и 5 девчат он отбирал для себя у Минск, у Институт культуры. И мы зря туда, конечно, попали, мы ему сподобались, але у меня уже направление было на Остріно. Ой, я подумаю зараз, мне казалось, что я все могу. Разумеете, мне написали, что я буду керовать народным театром. И я что-то думала, конечно, я же умная, я все могу. Это я сейчас думаю, боже, Света, что ты думала? Еще учиться, а мне казалось, что я все могу, понимаете? Вот. И у меня уже все, было куди. Раю вельми сподобалася в Гродненский театр, ее забирали артисткой, то есть все было нормально. И тут до меня подходит наставница по сценічній мові Зоя Петровна Петкевич, буде фотоздимок її, я вам її покажу зараз. І говорить, Света, Вітебський театр шукає уже шмат год Насточку на роль Насточку у спектаклі «Нестерка». Едь, пробуйся. А я говорю,
Зоя Петровна, а покажите по карте, где это Витебск находится? И она мне говорит, вон там. Я говорю, о, я туди, не поеду, север, я туда не поеду. Я говорю, Рая, поедь со мной. Ну ты поедешь, ну ты просто побудешь со мной. И вернешься ты в свой Гродненский театр. Ну, ка ласка, Рая. Рая говорит, ну добре, сяброка, як я тебе могу отказать. И вот она, значит, Зоя Петровна Петкевич, режиссер нашего курса по мастерству Владимир Степанович Трушко, и на нас подрихтовали з Раю, урывочки зробили, спевать мы ведали, что туды. Все, мы приехали. Я не буду шмат говорить, это особная такая история, просто обмежована зараз часом. Коротей кажучи, нас узяли, мы сподобались. И вот проходит 2 годы, это потом институт. И вот, вы разумеете, я потом себе шмат разов задавала питание, ну чому менавіта Витебск? Чому мене, девку з Городні, так потянуло льос у Витебск? І потім я розмовляла з мамою, вона мені говорить, дочушка, а дядуля твой, який був регентом у Поставській церкві і псаломщиком, народився у Поставах, а я народилась у Радонах під Поставами. Говорить, тебе нічого не говорить, що тебе льос менавіта на Витебщину. Разумеете? И я думаю, неспроста. Я не застала своего дядулю. И он пошел в життя в 54-м того століття, а я в 62-м народилася. И я все думаю, дядулечка, может, ты меня сюда привел в этой местины? Поверьте, я как это, Эдит Пиаф, я не жалею ни о чем, я не шкодую ни о чем, правда. Потому что я именно тут сегодня, вот зараз стою на этой сцене, и я кажу, и вы помощь со мной, нисколько не шкодую, правда. Это наш вельми талановитый режиссер, який навчив нас, наш курс, нас с Раисой. Вот Владимир Степанович Трушко, поглядите, як він усміхається, як він относится до нас, як до детей своих. Самое главное, я вот скажу, сегодня у нас есть и режиссер присутствующий, и он любит артистов. Как режиссер любил артистов. Это основа. Разумеете? У меня вообще такое правило, что я влюбляюсь у режиссера, когда працую на отрезок, когда працую у спектаклі. Это мое правило. А режиссер повинен любить. Вот и он любил нас, як детей. И мы отдавали тем же. И ему, и на сцене. Правда, Раиса? Ну вот это вот такое. Вот, это я, вот Светлана за роялем, автор, значит, за роялем я сижу. И вот Елена Александровна Третьякова. И она была, ну, можно сказать, куратором. Керівник, да, классный керівник нашего курса. Разумеете, у житті важно, коли праз усё твое життя ішли менавіта ті люди, які были тебе потребны у гэтые хвилины. Вельми шансовало на моем житті, так и у Раиски, нам на наставников. Это, разумеете, они несли свет, и они несли эту подтримку. Як тільки хтось починав на курсі хникати, що убиралося все хникання, усе, коли ласка, працюйте. У действия, робите, не хныкать, працуйте над собой. Мы же с Раей все время опаздывали на все занятки, особенно на сцену. Все время спозднились. Но театр Якуба Колоса нас приучил. Я теперь прихожу на спектакль за 2 годины. Это кто мне научил? Корифеи колосовские. За 1,5 годинки, правда, Рай? Мы уже не позднимся. Життя нас и корифеи театра Якуба Колоса научили. Я владею, я тут вот слева сажу, Валечка Бахорина. Мы собруем с некоторыми по сей день. Поверьте мне, что большое, великое счастье, когда с молодости по сегодняшний день застаются те же собой. Правда? Это счастье. Да, Светочка, Зоя Петровна наша, расскажи, да, что да, она вот она вплив на наше життя. Да, на наше життя повлияла. Как не она, я бы в Витебску не была. А чему она повлияла? Я скажу, что запрос прислал Геральт Бориславович
Ой, да, Герой Писач Світінський прислав запрос на Гродно, а яны Зоей Петровной колісті у культуры працавалі разом. И вот по знакомству яна пропоновала Света, сказала, едь. Света и поехала. Поехала сюда, вот так. Я ей вельми вдячна. И она научила меня думать, она научила читать мне верши. Вот, например, я худенько вам скажу, вот эти верши, простенькие. И она меня научила зрозуметь его. Ягло. Если друг твой в словесном споре мог обиду тебе нанести, это горько, но это не горе. Ты потом ему все же прости. В жизни всякое может случиться, а коль дружба у вас крепка, из-за глупого пустяка ты не дай ей зазря разбиться. Если ты с любимой в ссоре, и тоска по ней горяча, это тоже еще не горе. Не спеши, не руби с плеча. Пусть не ты явился причиной той размолвки и резких слов. Встань над ссорой, будь мужчиной, это все же твоя любовь. И чтоб после себя не корить в том, что сделал кому-то больно, лучше добрым на свете быть, злого в мире и так довольно. С кем актером того часу, того старейшего поколения у тебе вот завязались найбільш теплые стосунки? Тут зараз мы убачим здымки. Юрочка, я скажу, что мы счастливые люди, и Раиса, вот Наталья сидит, мы счастливые, вы застали наших корифеев, маститых, ведающих свою профессию досконало. Любимица, Люба, наша мамочка, наша театральная мама, народная артистка Беларуси Зинаида Игнатовна Конопелька. Давайте вона мене вчила, всьому шмат чому, але мені ж треба було співати у цій Нестерці Насточку. А Нестерка выстраивалась ще піні було по той манер. И она меня этой манеры пения научила. Потом спектакль меня укинули за 3 дни. Верните бабулю. Она играла бабулю. И за 3 дни я сидячи на ложку, мы здесь сидели, она за 3 дни меня ввела в великую роль, 67 сторонок. Мы здесь сидели, як маті, розумієте? Потім ми до її приходили до хати, і вона віддала наших дітей, і вона подарувала моєму сину, я маленький, книжечку «Русалочка». Я ж кожен вечір читала своєму сину «Русалочку». Я читаю ему одну книжечку, другую, он говорит, а Зинаида Игнатовна «Русалочку». И я читала эту «Русалочку» ему. То есть теплый человек, отзывчивый человек. И вы видите, что я счастлива, что я з ёй стояла, працавала на сцене, набиралася ад яе шмат чаго, разумееце. Это особы, вы что, это целая планида театральная. Федор Иванович Шмаков, конечно, его ведаюць не только в Беларуси, народный артист Советского Союза. И он уводил меня, робил увод у спектакля «Нестерка», потом «Верочка». И одной, я вам скажу, такие выпады, которые я никому не рассказывала. И ведал только он, я и Господь Бог. Я шла по коридору, ну видите, не завсёды все сбывается, а мне было приемно. И он шел по коридору у театра и говорит: Света, я хочу зараз поставить Островского «Гроза». Я хочу, как ты сыграла Катерину. И я настолько была ошеломлена, я молчки и пошла по коридору. Вот. Но этого не отбылось, потому что Федор Иванович не виноват в этом был. Так обставины склались у театра, что життя шло, не отрымалось. Але мне было приємно, что он меня отчув, молоденькую девчинку, тады уже, что недя там закидываются у нее драматичные такие моменты. А я могла бы уже сыграть, ну сегодня так уже правда сыграла, а тады бы уже могла, потому что у нас у кожного у житті есть разные моменты.
Ёсць і шчаслівыя моманты, і не вельмі шчаслівыя. Усё ў капілачку. Што робіць артыст? Чым больш, на жаль, бывае і драматычных момантаў, чым больш усялякіх розных момантаў у жыцці, што робіць артыст? Волей-неволей. Мы гэта збіраем у сябе, і потым усё у спектаклях мы гэта расказваем. Нават мы можем рэжысёру не гаварыць, але вот гэта, то, што мы накапливаем, мы все это говорим вам. І стараемся гаварыць шчыра. Што я вам скажу? Одна з традыцый коласаўскага тэатра – уметь прабачаць. Я ни в одном театре, где я не была, с кем я не сустракалася, не ўсюды такое існуе. А ў нашым тэатры могуць пасварыцца, могуць разбегчыся ў розныя бакі, праходзіць час і прабачаюць. А карифеи яшчэ нам тады, помнишь, Раечка, и допомагали во всем. Мы только пришли в театр, вот Маркина, Галина Петровна. Мы репетировали Заслонова. Спектакль «Яна от автора». Я девчинку играю. У меня хлопчик Тишка, или не помню, Тишка, по-моему, был. И вот Тишка, значит, помирая на сцене, его расстреливают, и я выхожу на сцену и кажу: Тишка помер. И иди у меня монолог. Такой слезки, я говорю. Вот. А я за кулисами баловалась перед этим монологом. Ну, вот молодая совсем. Ты что мне что там выбрыкивалась. До меня подходит Галина Петровна и говорит: Светочка, ніколи, перед тым не будешь играть драматичный кусок, не позволяй себе вот так вытворывать за кулисами вот это вот. Настраивайся. Это не просто выйти и рассказать глядачу, и как слезки тебе катились. И я это зразумела. И вот послухайте, премьера. А поставил этот спектакль знакомитый режиссер Борис Владимирович Эрин. И он вельми строгий был, вельми профессийный человек. Он был один час у нас головным режиссером, и у Киеве працевал, и в Москве, и так далее. И мы все его побаивались троху, але он вельми профессийный был, мы его слухались. И вот премьера. Расстреливались, а Тишку играл Осветинский Вадим. Он не сразу у нас артист працует. Вот, его расстреливают, он с автоматом падает, а я, значит, смотрю, вот упал, все, я выхожу. Тишка помер. И, значит, начинаю рассказывать монолог. У меня льются слезки. Я чую, что все так, глядач нормально. И гляжу, глядач начинает хохотать. Просто хохотать. А я думаю, говорю монолог, и думаю, что со мной не так? Ну я же говорю широ, у меня же летят слезы, я не подманываю, я же правда говорю. И вот я пошла со сцены, а оказывается, Тишка забитый, осветляет, не выключил светло на Тишку, а Заслонов вышел, а Тишка про всю сцену невыключенным светлом пополз. Тишка помер. И вот мой монолог. Тишка помер, а Тишка, а Вадим еще так подыграл, и он пополз. И как случилось? Понимаете, разные моменты бывают на сцене, а лишь мы уже умеем выкручиваться. Все. Вот такие у меня был. А потом я подумала, дякую Богу. А то я уже думаю, знаете, проф непригодный. Все такое. Так, Владимир Алексеевич Куляшов. Да. Юра еще расскажет, где вы працавали з ним, но я хочу сказать, что он сказал цудоўную мне фразу. Коли не ведаешь, что робить на сцене, ну так бывает, ты сгубилась, коли молоденькая еще была, ты сгубилась, ты, может, режиссер не договорил, может, ты его не поняла, не зразумела. Завсёды спасайся у партнера. И я теперь это роблю. Теперь и я спасаюсь, и бывает, и у меня спасаются. Але самое важное, коли партнер, я про это еще скажу, сегодня один партнер мой тут тоже присутничает, я скажу, что великое счастье, коли партнер высокого полета. Это великое счастье. Вот, Тишечки. Господи, я говорю, совсем я с ними працевала у спектаклях, «Африки пассаж» працевали. У нас был такой спектакль «Кошкин дом». И я была кошкой. Я говорю, Юрий Юрьевич, как сыграть эту кошку? А поставил эту кошку
Юрий Игоревич Лизенкевич, такой режиссер был у нас, это был мюзикл. Я говорю, что, як мне эту кошку, дайте мне одно слово. А у меня такая вот, ну, натура такая, мне не треба шмат слов. Мне треба какое-нибудь одно действенное слово, и я тогда знаю, как это сыграть роль. Я подхожу, Юрий Ильич, ну дайте мне это слово. Пробачьте, говорю щиро. И он говорит, Света, он по-русски говорил, Света, сыграй так кошку, чтобы тебя даже захотели дети. Я так на него, как вы, сам что? Давай, давай. И пошла. И я пошла на сцену. Я не помню себя, но я была уже, знаете, как другая, не Света Жуковская, а та кошка, ну, которую сказали, сыграй. И вот я иду по актерскому фойе после премьеры, а Тишечкин сидит. Света, можно от себя на минуточку? Говорит, да, пожалуйста. Вот как ты думаешь, какой самый большой комплимент артисту? Я говорю, ну, когда он выполняет задачи, когда он слышит режиссера, когда он отдается, не то, не то, и он все мне не то, не то, когда его не узнают на сцене. Пока я не прошла по фойе, он не узнал, что это была я. Представляете, какую задачу мне дал этот Лизенкевич? Чому я люблю вельми поэзію і дякуючи йому. Тому що він мені подарував і Рубцова, він мені подарував і Єсеніна, і ми з ним часто, як це говорять, батли такі, він мені віршик, я йому віршик. Так що я йому вельми вдячна за те, що він мене навчив любити поезію. Сергеевич Дубов. Я не могу не остановиться, потому что наши корифеи. Георгий Сергеевич Дубов. Ну, опять знову такий випадок у театрі був. Ми грали «Який пасаж», я мой батька, а я на выдании. И мой жених Слава Грушов, который сидит тут, да. И вот окошняя сцена. Должен прийти Фиш, который вельми хочет на мне жениться, а я его не люблю. А Фиша играл Борислав Иванович Сямко. И вот окошняя сцена, я такая недовольная, и этот Фиш должен прийти. А я играю, Фиш придет, я недовольна, а Фиша нет. И Дубов на сцене. И мы друг на друга. А Фиша нет. И мы с ним вот так бегали 1,5 минуты. И вдруг я со всего, я не ведаю, откуда это у меня взялось, и я крикнула, и Слава не памятаю, звали героя, и позвала своего любимого. На весь зал орала. И Слава выскочил тогда. Рассказывает, Борислав Иванович Сямко отыграл несколько своих сцен, переоделся в гримерке и пошел до хаты. Просто пошел все домой. Все. Бывает такое, что приходится выкручиваться. Так вот, Георгий Савельевич у разных моментов, в каких спектаклях мы с ним играли, и он научил меня выкручиваться с любой ситуации на сцене. Так, Людмила Ивановна Писарова. Заслуженная артистка Республики Беларусь, Георгий Савельевич, народный артист. И она заслуженная артистка. Это так само душа нашего театра. Яна спевала, яна вельми чула относилася до молоді. Ні одного корифея я не пам'ятаю, хто би древно относився до молоді. Тому і тепер я, і Раїса Степановна, ми не маємо ніякого права относиться до нашей сьогоднішньої молоді так, як относилися колісті до нас молоденьких. Вона вельми чула і добра, і талановита артистка. Так само засталася в пам'яті. І Колосовського театру, конечно, і в моїй. От Борислав Іванович Сямко. Він мім, пантомімою займався. В Ізраїлі некоторий час займалися з ним пантомімою так само. І так само був чоловік, який був повністю відданий Колосовській сцені. Ну, не будемо шмат закривлювати. Дружко Владимир, правильно кажу? Леонид Игнатович. Вот. Знаете, что когда я играл в Клеменсе, Ветрака, по-моему, я Коваля играл, и когда я шел, сыходил звездки, вот он и Валентина Тимофеевна, и Валентина Петрашкова, когда говорили слово, и когда пробачьте, люди, не критуйте на нас, може, що і зробили древне в житті. І от такий монолог у нього був. Ви розумієте, чоловік без
высшего образования, скажем, но працаваў, як, бываюць такія самародкі. І, канешне, я вучылася у гэтых людзей існаваць на сцэне. І дзякуй вялікі. Правда. Кто еще у нас остался? Это апошний, да? Апошний. Я хочу сказать, дякую вялікі, што вы так слухаеце, потому что это для мяне у памяти засталося, якая я сегодня, это и дякуючи корифеям. Это не все корифеи. Я себя подавала с Корольковой Галиной. Ну, то есть усіх перелічваць зараз, пробачьте, часу нема, але усе, кожны з іх по-розному дал для мяне вопыт театра. Правда? Светлана Николаевна, хочу поблагодарить вас за тот счастливый случай для города Витебска, что вы все-таки сюда доехали, состоялись как звезда на прекрасном небосклоне таких же замечательных людей, которые создают атмосферу в нашем городе, благодаря которым наш город считают, город, культурная столица, может быть, громкое слово, но тем не менее вы все, говорю, что Витебск это самое вы все замечательные, соответствуете этому статусу. Поэтому от отдела культуры Витебского городского исполнительного комитета самые искренние поздравления с прекрасной датой, столетней датой театра, что вы сегодня украшаете Колосовскую сцену, за ваш огромный вклад в культурную жизнь города, за то, что вы свои прекрасные моноспектакли, спектакли о Великой Отечественной войне, ваши прекрасные выступления на наших государственных праздниках, мероприятиях, как вы изображаете героиню, мать, и даете нам надежду на то, что солдат обязательно вернется с той войны. Вот. И рисуете образы наших замечательных женщин, наших замечательных, розных, и веселых, и жартовных, и мудрых, и тех милых и дорогих матерей, подруг, которых каждый из нас видит в обыденной жизни. Ну а здесь мы восхищаемся вами на сцене прославленного театра Якова Колоса. Долгих лет жизни, творческого вдохновения, много-много ролей. И пусть зал зрительский всегда будет полон искренних, добрых людей, которые могут ценить ваше мастерство, ваше творчество. Ну и пусть ваш прекрасный семейный дуэт вдохновляет всех нас на то, что любовь есть, она была, говорит, есть, и, как вы сказали, будет любовь друг к другу, любовь к профессии, любовь к родной земле. С праздником и спасибо за этот прекрасный вечер. Да, я правильно хочу сказать, что нам, знаете, бывают моменты, когда мы все это неправильно думаем, что не та краина, не та семья, не той муж, не та еда. Неправда. Все, что мы сюда закладываем в свою головушку, то мы потом и отрымливаем назад. Разумеете? Ничего. Поверьте мне, все залежит от нас самих. Вот мы отыграли спектакль с Георгием, со Славой Грушевой, пробачь, Славочка, недавно рок-н-ролл. И присутствовали люди такие пригожие сталого узросту. И я, як-то посмела сказать им два слова из Библии. Я хочу повториться. Приумножается и забирается. Приумножается два слова. Коли мы дорог один одному тепло. Коли мы кому-то усмехнулись, кому-то сегодня приготовили той же обед, а не рихтовались. Дети сказали, Боже, як же добренько жить на этой земле. То есть все у позитив, все у счастья, любовь. Бог есть любовь. Правда? Одно слово. Приумножается и забирается, когда мы хнычем, нам еще дрянно,
Що нам не подобається, опять же, не тая країна, і почалося, і поїхало. І ми самі від себе забираємо, починаємо болеть, і т.д. і т.п. Я хочу кожному з вас пожелать, приумножайте в каждом из нас вот столько добра, тепла, любви в каждом. У каждого свое предназначение, и оно светлое. Давайте всегда это помнить. Такое питання, покольки ми от закранули ще тільки перший етап. Ну, ми зараз да, не будемо так, Стас Світлана Ніколаївна, Бачите, да, на Колосовській сцені. Ці помніш ти, який був свій самий перший вихід на сцену, в якої це було роль? Я зараз коротенько откажу. Это была «Дорога с Черного царства». Я играла Василису, а Тишечкин Николай Петрович играл Кощея. И когда он пронялся, я его тоже боялась. И он у нас был худенький, а еще, говорит, одевал костюм Кощея, а еще под световыми лампами, да такие страшненькие. Я на него боялась. Вот это была моя первая роль. Боже, я так щиро играла, я, ну, знаете, первый раз на Колосовской сцене. Мы с Раей ходили и чуть ли не целовали эту сцену. Вы разумеете? Дяучинки, звездок, Амаль, и на Колосовской сцене. Но я думаю, что сегодняшняя Света и сегодняшняя Рая, я думаю, что мы с такой любовью и теплынёю несем звание все-таки колосовских артисток. Так, прошли снимки, да? И вот скажи, вот у вас такие семейный союз с Георгием Николаевичем Лойко, заслуженным артистом Республики Беларусь. А вот скажи, будь ласка, як, в яких мовах вот, ви познайомилися і чим вот він тобі сподобався? Ого, питанечко. Я так коротенько скажу. Как есть песня «Музыка нас связала», так вот, творчесть нас зв'язала. Ну, поверьте, прийшов, побачив і забрав мене. Він з армії вернувся, і все, ми один на одного поглядели, кохання з нас шурснуло, і все. І по сьогоднішній день ми разом і працюємо. Ну, що тут і говорити? Ну, буває так, буває, що і у хаті разом, і на праці разом. Але саме головне, щоб хотілося з любов'ю йти на працю, а з праці йти до хати. Розумієте? У нас поки ще це тримається на цьому союзі. А ще глядимо в одну сторону. У нас шмат є таких моментів, ми супадаємо з некоторими моментами. На сцені працюємо, відчуваємо один одного. Ну, дякую Богу. Я вже говорю, Жора, да що ж таке, скільки ж ми вже з тобою разом? Ну, дякую Богу, разом. Все ведаем, что многие спектакли танцевали, працуються разом. Так, это «Блудный муж» и его жонка Варвара. Вспомним спектакль. Это «Психоаналитика», «Психоаналитика», «Лифт». «Я вольный», конечно, это спектакль, який сьогодні по репертуару. Зовсім недавно одна з запрошень прем'єр «Нечакана родня». Так само з Георгієм Миколаївичем Лойком. А вот як вот, ваши особистые относины, вони допомагають творчеству? Я вам скажу, що коли Олександр Дольников взяв у репертуар спектакль «Я вольний», він чекав нас 1,5 роки з Георгієм. Менавіта нас двоїх, йому пропонували других чудових артистів. Ось, він сказав, ні, я буду чекати Світлану і Георгія. Йому потрібні були муж і жонка, щоб відчували один одного. Розумієте? Звісно, допомагає. От повірте мені, я стою на кухні, а Георгій стоїть там, ну, мені що робить, я вже ведаю, що він там думає навіть. Розумієте? Настільки один одного ведає, що, знаєте, до неприличия називається. Вот. Тому допомагає, я вам чесно скажу. Мені подобається у Георгія те, що він говорить то, що думає. Він такий правдист у мене, розумієте? Він ніколи не буде говорити одному то, другому третє, а четвертому четверте. І за очі не буде говорити. От він і мені говорить завжди так, як він є. Коли в мене добре, він говорить
добра. Калі які-то момант не атрымліваецца, ён тут жа мне это гаворыць. І за гэта яму вялікі дзякуй, таму што ў мастацтве трэба гаварыць праўду адзін аднаму. Тады будзе і рост, тады будзе ўсё, а не толькі это лесныя словы там ці ганьбіць. Як ты плохо, зачем? Нет, говорить правду. Вот. И я рада, что вот Георгий такі, что ён заўсёды гаворыць мне правду. И адчуваем адзін аднаго, ну, дякуй Богу. Я говорю, все, до хаты идем, про профессию ни слова. Да, про профессию ни слова. И что вы думаете, приходим до хаты опять? Все то же самое, опять про работу, и снова про работу, как нас послухать. А коли репетируем, я говорю, коли-нибудь соседи уже, можно не один раз милицию хочет вызвать на нас. Потому что, знаете что, а если песни я репетирую, там или эти мычания, мы же мова, голосы, коли посадим, коли не посадим, треба громко разрабатывать голосы. Так что вот так вот. Ну, покуль соседи нас терпят. А то, что мы любим, знаете, любовь, это вот як маленькие дитя. За ним треба, ну, завсёды, ну, догляд. Разумеете, это труд. Семья – это труд. Коли не будем обои працаваць, ничего не будет. Не будет семьи. Гордыню убрать треба з семьи. Разумеете, и вот такие моменты, які не потрібні. И все будет добре. Здесь и промолчать. Ой, тяжко молчать, когда мужчина там нечто бу-бу-бу-бу. Тяжко молчать. Ну, пытаюсь. Терпение, терпение. Ничего, а еще улыбаемся один одному, это уже добро. Усмехаемся. Плюс Марчина говорит, вида кавалочек – это песня Тревальца, я думаю, песня. На одном из вечеров театральных Юрий Мелчевойко и Станка Ложков. На юбилее моим, по-моему, 55, когда мне год было. В празднике актовый зал. Помню голос такой молодой. Что? Да, что? Нет, с покойником. Как для кого? В театр, иногда с подругой. Нет, нет, ничего. Что? Да, что? Нет, мама. Два брата студента. А вы угадайте, не секрет. Ну, не люблю комплиментов. Не говорите такие слова. Я ведь могу рассердиться. Ах, как кружится голова. Голова кружится. Вчера мы позвали друзей на серебряный наш юбилей. Тот же голос сказал мне: друг мой, первый вальс, ты танцуешь со мной. Что? Да. Что? Нет, спасибо, родной. Хорошо. Лучше всех. Ты всегда. Правда, поверь всей душой. Что? Да. Что? Нет. У Зины красивые руки. 35 ей. Это бред. У нее уже внуки. Но как это? Как это я не права? Я и не думаю злиться. Ах, как кружится голова. Как голова кружится. Тот, кто любит, любит всегда. Но я знаю, промчатся года. И в день свадьбы моей золотой. Ой, он мне скажет: Тряхнем стариной. что? А? Что? Ну что ты там? Ну какие года? Печень, а? Ерунда. Ты слышал? Ерунда, мне вальс полезен всегда. Что? Когда? Что? Где? Профессор, ты вовсе не старый. Да. Ты молод.
Наколькі я ведаю, твой муж і паправіў табе паступаць у дзяржаўны інстытут тэатральнага мастацтва ў Маскве, ГІТИС. Вось туды ж, дарэчы, паступіла з табой і твоя сяброўка, Степан Рабович. Вось, калі ласка, некалькі слоў пра сваіх настаўнікаў. Да, я худенько постараюсь, потому что понимаю, что час бежит. Вот, смотрите, глядите. Мы были в Могилеве на гастролях. Вот, Александр Васильевич Бурдонский, наш выкладчик майстэрства, и он займался нават больше, чем Ирина Нарамовна Быстрыцкая. Зараз все расскажу. Это Раечка, и он, Александр Васильевич, Оля Миримская, на жаль, недавно пошла з життя, народна артистка России, працевала у театра Табакова, ну и Светлана Жуковская. Мы были в Могилеве на гастролях, я постараюсь худенько. И с Раей были вольные там 2-3 дни. И Жора говорит: девчата, а что вы сидите? Ну давайте поступайте. А мы говорим: будем в Минск. Ну что Минск, берите уже Москву. Ну так, берите уже Москву. А мы с Раей говорим: а почему бы нет? Мы взяли гитару, сели в поезд и поехали. Мы не ведали, кто набирает. Приехали, а там людей, мама мия. Что муравьёвы. Я думаю: боже, куда мы приехали, что набить, а божечки. Короче, быстро, худенько. Короче, кажучи, мы поступили на курс, коли побачили, что Быстрицкая нас набирает. Мара моя с 13 год. Я собирала фоточки, и там была Быстрицкая. Я глядела эту Аксинью, да, глядела, Тихий Дон. Да. И я глядела на эту фоточку и думаю: божечки мой, боже, коли-нибудь бы хоть глазком побачить ее живьем. У 13 год сказала, а праз некалькі год и я убачила, коли открылась аудитория и мне читать, я убачила, что курс набирает яна. Разумеете? И вот мы с Раей отрымали, это худенько, отдельная история, как мы поступали. Мы отрымали 5, на собеседовании мы отрымали 5. Я рассказывала, я просто дударю потом Алексею Ануфриевичу рассказывала: Алексей Ануфриевич, я сидела на собеседовании и думаю: боже, что же за питание мне такое дадут? А у меня вочки у списочек так, Быстрицкой не было, был Бурдонский и Поляков. Лежит у их списочек. А я так, покуда не думаю, питание мне, я так вочками раз у список. И почему Стив Жуковская плюс? Я думаю: Жуковская. Все. Быстрицкая, значит, плюс мне поставили. Значит, я так уже, да? И все. Я говорю: ну расскажи про своего любимого драматурга. И я так: ах, а у нас Дударев столько спектаклей, а я с Дударевым знакома. И я махала вот так, про Дударева. А Бурдонский потом говорит: Светлана, достатково, идите, вы так пригоже махаете про своего драматурга, идите. И я зрозумела, что я поступила. Я вот про что, наша мамочка. Коли моя мать отрымала телеграмму, она была на огороде и шла по почту: ну, Анна Осиповна, вам телеграмма Света с Москвы прислала. И вот моя мать, я тут матычка, значит, держу в руке эту телеграмму: мама, я поступила в ГИТИС, сдала на 2 5 курс народной артистки Советского Союза Ирина Нарамовна Быстрицкая. И вот тут моя мама рассказывает: дочушка, я зрозумела, як льотають птушки. Я не отчувала земли. Я домой летела. Я думаю: вот птушки як льотають. Разумеете, что такое мать? Да. Як яна за свое дитя. Это никто, правда? Вот. И мы, дякую Богу, 5 год учились у наших классных майстров сцены. Наш керівник нашего курса, народная артистка Ирина Нарамовна Быстрицкая. Александр Васильевич Бурдонский, режиссер российской армии. На жаль, они уже пошли на небесы. Вот, внук Сталина. Борис Владимирович Раечка допомагає Клюеву. Касаткина до нас приходила. Вы разумеете, такие люди с нами опыт были, упитывали у себя, як губки, в эти 5 год. И не сдарма, все не сдарма. Она сказала: девочки, запоминайте, научить нельзя, научиться можно. Только талант плюс труд. Вот так. Это он на окно покойник, наш режиссер, который Юрий Алексеевич Пахомов, який поставил у нас 12 спектаклей. Вот.
Колись я приехала, я вам честно быстро говорю, приехала после института, 88 год, и у меня начиналась такая творческая депрессия. Это бывает. Когда после Москвы, усяго убачена, спектаклі перегледзена, и мне показалось, что мне чагосьці не хапае, мне треба развиваться. И тады кіраваў Маслюк Валерий Васильевич театром. Я подошла до него, говорю, я хочу, чтобы приехал, может, есть такая махчимость, как приехал мой однокурсник и поставил у нас спектакль «Утаймование норовистой». И он говорит, давай кассеты. Я прислала кассету, он поглядел, сказал добро. И вот первый спектакль, який поставил Юрий Алексеевич Пахомов, «Утаймование норовистой» был. Это кадры чума на две ваши семьи Пахомова. Тут мои партнеры Юра Цвирка, Геннадий Шкуратов и Петр Ламов. Это цудовный квартет такие. Я вам скажу, помните, я сказала, все цудовно, когда партнеры цудовные. На сцене тогда идет творчесть. Вот Геннадий Шкуратов. Про его особисто хочу сказать, что пощастило мне на партнеров. Я вам скажу, из всех моих партнеров, я не боюсь это говорить щиро, мне 3 партнеры, якія я лічу, что треба і да іх расці, і з імі расці, і вельмі з імі цудоўна працаваць. Гэта Геннадий Шкуратов, гэта мой муж Георгий Лойко и Вячеслав Буршов, які тоже тут присутнічає. Вот 3 партнеры, я лічу нашего театра, мужчины, з якими працаваць вельмі лёгка, вельмі лёгка. Вот. Это чума на наши 2 семьи. Нет, да, так, это «Странная миссис Севич», так само это режиссер. Я 20, роль такая складанная. Я 20 год молчала, потому что муж меня покрывдил. И я себе сказала в житті, буду молчать. И вот эта женщина 20 год молчала. И в «Сумасшедшем доме» з'является «Странная миссис Севич», и дякуючи которой я заговорила. Але вельмі драматичная роль Юрий Алексеевич, и он такой юморный хлопец. Когда была премьера, и он мне конвертик, поздравлял меня, конвертик положил 2 наших десяточки, ну 10 копеек, 10-10. Я не могла разгадать, что это такое, что за поздравление, что за віншаванне. Оказывается, и он потом, что ты не разумеешь, ты, говорит, зробила роль на 2 десятки. Вот так он мне сказал. Ну. И вот я лечу, что один из самых лепших з 12 спектаклей, вельмі цудоўных, я лечу, на мой погляд, самый лепший спектакль – это «Поминальная молитва» Григория Горина в постановке Юрия Алексеевича Пахомова. Тут ансамбль звездный, просто, я бы сказала, зорковый ансамбль. И, разумеется, что есть спектакли, которые остаются на все життя. Я вельмі рада, что этот режиссер нас на хороший узровень поднял Колосовский театр. Шмат хороших цікавих режисерів по моєму житті і було, і ёсць, і зараз яны ёсць. Я вельмі рада. Это «Банкрот» Островского, я играла сваху. Это наша артистка Ульяна Атясова побач. Конечно, мы там з'ю выясняем. И он недолго пройшов этот спектакль. Ну, такие, стабильно добрый, я сказала. Стабильно добрый. Да, можем видео поглядеть. Я не веду, там есть видео «Утаймование норовистой», кавалочек только. Был это 97-й год, вельмі древно записано, и бук маленький, не зовсім. Вот так, хотя поглядите, как мы тут Рухаемся. да, рухаемся. Ух ты! Я Катерина, Альон Петрович. Крышечку. За это самое, я вельмі любила эту роль, потому что тут сполучение и песни, и танцы было, и драматичные игры, гульни, и «Чума на 2 ваши семьи» тоже коротенько, потому что
это протяг утаймования норовисты, что такое чума надвеваешься Сергей. Что вся хореографія і утамування, і чуми на ваші дві сям'ї робила наша знакомитая Діана Юрченко. І вона так само і серце, і душу свою шмат віддавала і дає нашому Колосовському театру. Да. И вообще спектакль глядеть лепей живьем. Приходите до нас у театр, и вот живьем треба, мастацтво такое, что треба глядеть лепей, чем записи. Ну, Катенька, я думаю, достаточно. Вот так. И дякую. Я хочу сказать, что я вельми вдячна, что моя життя меня связала с Геннадием Шкуратовым, потому что, вы разумеете, он был, вам сказать, ну, не из простых таких людей, простачок. Не, он и гуморил, он и мог и подколоть, але мне подобался тем, что он говорил тоже, завсёды то, что он думает. Мне такие люди ближе, чем одно больше, заводче другое. Вот. Так что я вдячна лёсу, я мне вельми шансує на добрых людей в житті. И таленовитых. Еще один режиссер, с яким працавала и по сегодняшний день вельми тепло пригадывает про свою работу с тобой. Это Александр Дольников. И он живет в Москве, покольки мы с ним подтримливаем такие добрые стосунки. Вот, и он таким чином поделился со мной своими воспоминаниями про вашу совместную работу. Что такое актриса Светлана Жуковская для меня? Это талант, то есть особая врожденная одаренность, способность вызывать сопереживание у зрителя, а вместе с замечательными вокальными данными делает эту актрису неповторимой. Я в этом убедился, когда много лет назад ставил спектакль «14 красных избушек» по Андрею Платонову, в котором она, будучи начинающей молодой актрисой, сыграла главную роль. Андрей Платонов раскрывал перед нами какие-то неведомые ранее пласты человеческой жизни. Молодая девушка Сунита искренне мечтала о всеобщем преобразовании жизненного пространства. Несмотря на боль и нищету, она веровала в всемирное счастье. Сложное по глубине роль, трагическое. Светлана впервые столкнулась с подобным материалом, но справилась. А второй наш совместный спектакль «Я вольный» по Амелии Натон уже раскрыл Светлану Жуковскую как зрелую творческую личность, способную сыграть все от фарса до трагедии. Очень необычный во всех отношениях роман Натон потряс меня своей парадоксальностью. В нем любовь превращает человека в преступника, нарушаются базовые основы человеческой психики, происходит раздвоение личности. Сыграть все это можно было, разрывая привычные театральные жанры. Поэтому в спектакле мелодрама переходит в фарс, а фарс – философскую трагедию. Но в результате мы с актерами хотели сказать, что есть на свете любовь, которая спасет мир. Но единственное, что это спектакль, в котором партнером ее является заслуженный артист Беларуси Георгий Лойко, успешно идет на сцене Колосовского театра уже 13 лет подряд. Сегодня Светлана Жуковская блестяще играет еще в одном моем спектакле «Осенний рок-н-ролл» по мотивам пьесы Михаила Хефица. Ее партнером на этот раз выступает заслуженный артист Беларуси Вячеслав Крушов. Рок-н-ролл я полюбил в юности, но по сей день слушаю Битлз, Чака Берри, Элвиса Пресли, и вот мне захотелось поставить ироничную хулиганскую комедию о немолодых мужчине и женщине, которые танцуют рок-н-ролл, спорят, ругаются, мирятся. Они нашли друг друга благодаря танцу и поняли, что жить друг без друга не могут. Я безмерно рад, что искусство этих замечательных артистов сегодня востребовано и в театре, и у зрителя успеха. С уважением и любовью, Александр.
Доўгі час плёна працаваў з коласаўцамі заслужаны дзеяч мастацтва створкі беларус Віталь Баркоўскі. Найбольш яркі роль зняў пасловак сыграў спектакль «Тому что люблю», «Тузы» и «Блудный муж его жонка Варвара». Давайте вспомним этот спектакль. Вида спектакля «Тому что люблю». За роль Варвары было узнагароджено диплом за лепшее выконание жаночей роли на Республиканском фестивале «Молодеченская столица». Я другое хочу сказать. Это добрый диплом, добрый. Але коли Георгий Арчук, автор пьесы, поглядел в этот спектакль, а мне не соромно говорить, я ганарусь это. И он сказал: Светлана, и он книжку мне подаровал и написал в книжце: Светлана, вы сыграли Варвару лепее, чем я написал. Мне это было приятно.
Памятаешь, а дочь Люська прибегла хвалиться стала. Ёй мой любовник купил подарунок за $500. А я тогда и за $5 тебе ничего купить не смог. Мне комплекс неполноценности развился. Я злый стал на всех. Стал всех ненавидеть. Ненавидеть стал. Стал всех. Николочка, ты $1000. $2000, $3000, попроси, когда снег пошел, и он не бойся. Ты говори, ты мне астры принес. Белый, просто так, 30 годов тому. Я ж думала, что от счастья сдурею. Похлопайте со мной, я такую песню страдальческую, так что женщина страдаю, все страдаю. Давайте вот просто, поехали, я буду петь, а вы мне хлопайте. Добро, пляскайте. Звуки притулятся, тихие родные, слухаю их узурке. Плачутся, просятся словы тошнотные, что не сказала тебе. А по мне вся ночь ворожила над краем, горы глядели на нас. Ты мне признался, что щира какаешь, а я промолчала в отказ. Сумно стою и одна вспоминаю, час незворотно сышу. Поздно познала, что моцно какаю, а ты за другою пойшов. И сердце свое ланцюгами закрутаю, узел на память держу. Словы любови тобой не почутые, ничему я не скажу. Есть такая песенка, ага, Катенька, допоможи, будь ласка. Это из института, у нас был такой Городецкий, чудовный артист, я с Украины был, вот, со своей жонкой. И они писали шмат песен, вершов, и подаровали мне эту песенку, и она мне сподобалась. А когда я спевала ее Давиду Симоновичу, где мы зимнюю сустракались, он мне всегда говорил: Света, женщина в рубахе пять. Сейчас я это спою. Гитару чувать, да? Так зробіть, щоб я бачила було. Ну, уже як буде. Женщина в рубахе бясь вздрагивает от того, что давно открылась дверь, а за дверью никого. Выскочила, листьев нет, крикнула вдогонку: милый, как осыпался орех. Плакала или молилась женщина в рубахе вязь, вздрагивает от того, что давно открылась дверь, а за дверью никого. Вот такая песенка. И памяти, не памяти, я очень люблю Вертинского. Я сегодня смеюсь над собой, мне так хочется счастья и ласки, мне так хочется глупенькой сказки, детской сказки, наивной, смешной. Я устала от белил и румян и от вечно трагической маски. Мне так хочется чуточку ласки, чтобы забыть этот дикий обман. Я сегодня смеюсь над собой. Мне так хочется счастья и ласки. Мне так хочется глупенькой сказки, детской сказки про сон золотой. Ваши пальцы пахнут ладаном, а в ресницах
лицах спит печаль. Ничего уже не надо нам, ничего уже не жаль. И когда весенней вестницей вы пойдете в тихий край, сам Господь по белой лестнице поведет вас в светлый рай. Тихо шепчет дьякон седенький, за поклоном бьет поклон и метет бородкой реденькой вековую пыль с икон. Ваши пальцы пахнут ладаном, а в ресницах спит печаль. Ничего уже не надо нам, ничего уже не жаль. Ну вот. Ладно, пока Юра спит. Оставь земное, выйди к небесам, расстанься на немного с суетою. Творение апостольствует нам, а мы закрыли души на святое. О таинство великой тишины, о красота, невзысканная нами, премудрости и святости полны, и воды, и земля под небесами. Не ведает страданий красота, тоска, печаль, когда ее заглушим. Душа без красоты, что сирота, не сиротите, обожите души. У любого актера, любой актрисы сур'ёзным выпрабаваннем на творчую сталость з'яўляецца работа над класічнымі вобразамі. Яны былі даволі паспяховымі ў біяграфіі Святланы Жуковскай. Ганна ў Васі Горкага, Луіза, Коварства и любовь Шиллера, Аделя з залёта Дуніна Марцинкевича, Регана з Короля Лира, Сильвия з бабских плеток Гальдони. Вот давайте поглядим маленький урывок со спектакля «Васа», где Светлана Жуковская выступает в дуэте с народной артисткой Беларуси Светланой Окружной. Прохор Борисович пропоновал скрасти Колю. Сам пропоновал? Так. Спочатку сказал заправді, навошта тобі син. Так. А потім раптом зрадувався, гэта каже для сестры білий бок. А Наталья что? Наверное, пропоновала скрасти. Ты лжешь? Я не могу так было. Когда Рашель Моисеевна сказала, что Колю выкради себе, Прохор Борисович сказал правильно. А когда Наташа сказала выкради, ты крем так сам. Я мог только укусить меня. Хоть за пятку. А не укусить? Мне кажется, Петеркин, это на что, детенка архиерея скрасти может? Шкодный собака ради Петеркин. Надзвичай паскудный рад ни гонору, ни сумления. И такие жесткие, дерзкие. Ничего смягчил.
не подманывала. Николи. Федоров, лист отвезешь. Наталье лист не показывай. Одразу напишешь, як Федор. Спитаєшся у докторов. І не спомоваєш. Ну ось. Коли Федору зовсім дрянно, достанешься до конца. Вова и все. А в этом после. Звел лёс меня з одним цудовным режиссером Валером Анисенко. Он поставил спектакль «Лифт», и это спектакль у Москве, «Славянский венец», мы возили на фестиваль, показывали. И дякую ему великий, что он подаровал эту нам роль. И Раиса играла в этом спектакле, и я играли, и Наталья Лапка. И, конечно, это один тоже из чудовных моментов нашего життя, правда, Раиса? Да, да, да. Один кавалочек невеличкий поглядим. Лифт, спектакль «Лифт». Кстати, Что я пужаю? ты не пужаешь. Я не пужаю, я могу. Ложи машину. Я реально могу. Подожди, ветаю. Вот когда я тренирую. Чё? Весь старый, выдохнемся. Нет, ну кроме шуток. Что кроме шуток? Совсем не боитесь? Зусим не боюся. Шаму. Да виновата тому, что учу таких, как ты. Как вы? Училка? Мне что у того. Чему мы стали такими? Чому ми втратили сенс життя? Ми не вміємо любити. Ми не відчуваємо одно одного. Ми просто не любимо. Ну, и як я не учатся? По-розному. А ты ж что, выросшую со мной светскую размову завести? Ну а что? Зачахлиться, что ли? Что? Зачахлиться? Позаткнуться. Ну можно зачахляться. Можно и не чахлиться. Что ты молчишь? Ты ж хотел со мной поговорить? Конечно, про вечары романсу. Вось хочется сказать, вось не ведаю, кто з вас перший, так сказать, подал эту идею. Обедли. Вот эти поэтичные вечары. Вот давайте мы про это поговорим и можешь Ну, так здалося, что, знаете, как это, хочется выйти из привычного, это называется. И мы с Натальей Лапкой, с артисткой театра и кино, зробили 5 цудовных проектов у театры, и она 2 на сегодняшний день идут. И мне очень приятно, что моя собровочка сегодня, мои 2 собровочки, но Наталья Лапка пришла. Я хочу сказать несколько слов. Мы зробили 5 проектов. И вельми ганаримся, как я люблю глубину твоих ласковых глаз, присвячений Великой Отчизной воєнної пам'яті, дар усім загинувшим і вижившим, які нас обороняли от фашизма, скажем так. Мы вельми ганаримся. Мы на живых письмах это зробили. Пошли в Краеведческий музей Витебский, знайшли переписку 2 улюбленных дзяўчыны и хлопца. И на основе этих писем мы зробили вечер, такой спектакль, концерт. Потом мы здесь придумали 2 романсы у вечера, где мы с Юлей вдвоем спеваем. Потом мы подумали, не хватает нам хлопца, треба ж когось любить. Мы взяли тогда нашего артиста молодого, який спевает, мы
мы зробили вечер на троих романсовый. Шмат года, да, тренд-шоу. Потом мы у Москве там были с Максимом Богдановичем в белорусском посольстве выступали. И как я люблю глубину твоих ласковых глаз. Вельми гордимся, что поставили спектакль про Максима нашего Богдановича. Поэт, який прожив всього тільки 25 років. Ви розумієте, такий льос, тяжкий у його був, але скільки він зробив. І такий, казалось би, хлопчук написав: «Я хотів би споткатися з вами на вулиці у тихую осінню ніч і сказати: ви бачите, гэты буйні зорки, зорки Геркулеса, до яких несется наше сонце, а за сонцем наша земля. А кто мы такие? Мы только подорожные, только попутники сярод нябёсаў. На что ж на земле тады сварки и звадки, горыч и боль, калі мы все разом несемся до зор». Вот это Максим Богданович, и это постоянка, якую мне нагорится. Я хочу зараз запросить Наталью Латку и Раису Грибович, своих сябровочек. Мы зараз для вас с великим задовольнением заспеваем нашу любимую белорусскую песню, роман, скажем так, «Зорки». Бо минуло кав'яни, як кажуть, уже трапили поїв. Спасибо, девчатки. Я не удобно, что есть такая нагода. Творчий вечер сегодня, Светлана. За здоров'я. Треба ж горло промочить, снег пробачь, отвернемся. Я вам так скажу. Сегодня зустрелись, что будет... Ирочка, иди туда, ты будешь чуть. Ты будешь чуть. Ты будешь. Зорки на небе у ночи, мы помеж соснами крошим, поглядя в очи, поглядя в очи, прости дорогі. Поглядя в очі, поглядя в очі, прости дорогі. Місяць спинився на вербах, чуєш, застила повітря. Ночь буде світлой, ночь буде світлой, як почуття моє. Ночь буде світлой, ночь буде світлой, як почуття моє. Не помилився тобі я, довго чекав, ти повір мені, тільки в тебе я, тільки в тебе я, так закохаться змог. Тільки в тебе я, тільки в тебе я, так закохаться змог. Прихильников былые, цяперашнія коллеги. Вот першае хочется дать слово Светлане Николаевне Дашкевич, у минулым загадчице микрофонной частки театра и ассистенту режиссера.
Колосовской ТАТ. Кагеласка Светлана Николаевна. Я просто хочу вам всем сказать, что все те годы, которые працавала Святлана на сцене Колосовской, я была побач. И памятаю и ее рост, и ее всякие проблемы, які ўзнікалі падчас творчай дзейнасці. І таму вось у гэтым расповедзе ёсць 87 назваў спектакляў, дзе Святлана працавала у розныя гады. І гэты расповед і атрымаўся як біяграфія твоя творчая. Вось я паспрабую зараз гэта прачытаць, і думаю, прыхільнікі твайго таленту гэта зразумеюць. Дакрануцца вуснамі да нябёсу. Сон на кургане лекара мімаволі. Шчаслівае здарэнне прывяло Верачку ў стары дом, дзе патрабавальны гаспадар накіраваў яе ў дарогу да Чорнага царства, да 14 чырвоных хацінак, дзе на зямлі жылі ветрагоны з апошнімі сведкамі. Прывітанне, новы горад. Вот первая частка ее деятельности. И на яве часом такое бывает, что и у сне не приснишь. У поединку с чужим, под стрелу тумане, так хотелось крикнуть: «Верните бабулю!» Але мудромер с допомогой мандрагоры почал залеты под пунцовыми ветразями тому, что полюбил. И поимчали любовники не с Калифорнии, а с Витебска по пунцовую кветочку. И ніякие бабские плетки не перашкодили блудному мужу и его жонцы Варвары у купальскую ночь, да у кошчаным доме зладить датскую историю под московский кошт. С гэтай нагоды падчас московских каникулов дамы и гусары накрыли жаночий стол у паляўнічай зале, куды запросили Деда Мороза и Санта-Клауса, Бармалёшу, які супраць Кашчэя, Ревизора, Короля Лира, доктора философии, Блеза, Нестерку, Сыроежку, Жанну, Категорошка, Тузол, Здурнелого Журдена, Аделаиду, Тараса з Парнаса, карацей, усіх одноклассников, читает супрацоўнікаў. Коварство и любовь. Але кахаюць, спадзяюцца, чакаюць, бо і паміраючы дрэвы стаяць. Падчас вяселля був, толькі на 5-м дзясятку наравістую утаймавалі. Ён яна, дзякуючы прыходам вандроўнага рыцара, які ў верабліную ноч запрасіў псіхааналітыка для псіхааналітыка, але з цяжкасцю дажыў до прэм'еры ў дыліжансе. А Тайбелі і яе дэман у ладдзі роспачы пад сонцам зладзілі памінальную малітву з нечаканай раднёй для Еўфрасіні Полацкай. Затое 8 закаханых жанчын яшчэ раз распавялі пра каханне пса з Белага вострава, а ваўкалак і шэрая шыйка пагадзіліся з папялушкай, што не варта спакушаць яе без нужды, бо калі ўжо заявіў, как я люблю глубину твоих ласковых глаз, и сказал: люблю и верить я готова, то заканчивай душевным разговором под осенний рок-н-ролл. Такое наше житье. Дорогая Светлана Николаевна, мы любим вас, верьте, вас обовязково поцелуе світанок. А чума на наши две сям'і адыдзе ў мінулае і не перашкодзіць светлым намерам і найлепшым памкненням. Мы еще будем с гонором казать: я вольный, и Леониды обовязково вернутся на землю. Треба спадзявацца и глядеть на солнце, як калісь. Прихильники вашего таленту. 16 красавіка, областная библиотека. Шмат творчих проєктів зв'язує видатну актрису Світлану Жуковську і заслуженого артиста Республіки Білорусь, актера і режисера Вячеслава Георгиевича Грушова. Коли ласка, дадим ему слово. Долго не затрымливать, я коротко скажу. Можно говорить про ее эпитетами долго-долго, потому что она заслуговывает.
Але хочу сказать, ну, два слова про той рок-н-ролл, який ми зараз граємо. От сидить перша виконавця рок-н-роллу. Вот. З якою було чудовно. Да. Наталья Алла. Это ж вот яна подаровала эту роль Светлане. Подаровала. Она пришла и сказала, вот треба сыграть. И мы здесь, мы не репетировали, наогул, так. Мы сели у гримерцы и домовлялись, про что мы будем играть. Про что. Как не сгубить той вариант, який мы зробили с Натальей. И мы его не сгубили. Ну, так я думаю. И что еще не важно, вот учора глядели там женщинки такие уже сталого возраста, и ранее. Вот я завожу, приходит одна женщина, уже 4-й чи 5-й раз. Я говорю, что вы там глядите? Ну, сюжет уже зрозумел, все бачили. Она каже, не, мне приємно почуть ваши голоса. Я что такое? Ну, коли гучить мужчинский голос и жіночий голос, это приємно. Ну, диапазон такий вот, такая гармония двух голосов. Это вельми важно, потому что коли гучать два голоса, мы еще в спектакле, и вельми приємно. Є ще льос актера и актрисы. Подлеток, девчонка. Молоденькая женщина, роковая женщина, молодая бабуля, сталая бабуля и вершина этого всего – Баба Яга. Расти. А этого треба расти. То же самое мужиков я буду не перечислять, але скажу, наверсе леший. И вот, коли знойдется такий таленовитый драматург, ті може заказ який-небудь зробити, щоб от зустрілися леші и Баба Яга, и между ими нечто отбылось, некий сюжет, но это был бы задание. Давайте напишем сами. Так что чекаем, когда з'явится эта пьеса. Ну и поспеху дальнейших ходить. Ну, то, что там мы з нею працювали як з партнершей, як моя спроба режисерська, я не буду про это казати. Просто ви бачили, і це треба, вот ви убачили на картині. Вельми приємно. Хочу только просто в конце два слова сказати. Вельми приємна партнерша, з якою приємно працювати на сцені. І другое, що вот коли працюєш з нею, ну, спроба режисерська, вона такий податливий матеріал, вельми приємно. Легко. Она воспринимается, как собака на кость кидається. І апошнє, що треба зауважити у этой чудовной актриси. И она, коли выходит на сцену, она молится. О, какое-то чудо. Чудо. Мы же знаем все секреты нашего театра. Але все ровно мы относимся до его, как до некого чуда. Театр – это чудо. Правда. Я хочу сказать вот про сегодняшний день. Сегодня Светлана Жуковская вельми плённо працуе на полстовской сцене. Сярод я апошних работ назову некалькі только. Лилия Константиновна, «Пёс белого острова» Алексей Дуброва, «Кабета», «Дети вёрсты» Артема Козюханова поводле Якуба Колоса, «Доктор. Выбор» Алексея Дуброва, «Кабета. Звёздки Рясины» Сотникова Василия Быкова, «Мачеха с Попелушки» и «Рамонок из Белоснежки» Семенова Лоткаски, «Пани Дендальска с Дамою Гусарова» Александра Фрейда, «Капа Гушина», «Кара Титикара» Антиудовин Пароход спектакль, «Мать жениха» с весельем Був Бертольда Брехта, «Вида жонка Танасия Незвичайно родни», Татьяна Стетановой «Ведьмы» Улада Гурской, «Паша Великая», «Зимы не будет» Виктора Альшанского. Ну, напевно, фотознімки ставно прошли уже на экране, так я цього не бачу. Напевно, прошли. Хочется особенно вот спомниться на спектакле «Дети вёрсты». И тут будете питання мені до Світлани. Так, «Дети вёрсты» доволі складаны.
бо ён кампазіцыйна злучае розныя фрагменты двух твораў Якуба Коласа. І ў гэтым даволі эксперыментальным спектаклі, чаму спрыяў і актыўны удзел ім моладзі. Это тут была і малады рэжысёр, і маладыя калегі. Як ты пачуваеш сябе ў адносінах найперш творча з гэтым узростам? Тут яшчэ хочу дадаць, што Светлана Мікалаевна на працягу некалькі год была куратарам навучэнцаў Віцебскага дзяржаўнага каледжа культурмастацтва, які ў нас праходзіць пастаянна практыку. Ого, задал питание, я так коротенько. Ну, по-перше, хочу сказать, что это был курс нашего мастацкого керовника Константина Игоревича Гончарова. Вот, и про дети версты. Ну, а что? Разумеется, что такое артист? И он дается новый материал. И вельми скрупулезно починається учоба наша над гэтым материалом. З гэтымі артыстамі, якія побач з табой. Это пошукі, гэта разважанні, гэта назіранні. Наша профессия – это назіранні. Увесь час, 24 часа в сутки мы працуем. Поверьте, так хочется порой отпочить. Але думаешь, нет, отпочну, и я уже есть и там. Нет, мы працуем, назіранні. Мы назираем за образами. Я, например, вот этот образ, худенько скажу, брала от своей бабули, по батьковой линии. Бабушка Ирина у меня. Бабушка Аня, это вот жонка была вот, дядули по линии матери, там культ семьи был, религиозная семья, дедушка Регин там был. Это одно. Бабушка Аня, якая Ирина Родионовна вырастила меня, якая... Это совсем другая история, и она меня научила полету, любови и всему. А бабушка Ирина была земная женщина. И я столько было земной мудрости, и я взяла и ее походку, и ее думки, як она стояла, думала, як она отказывала. И разом с тем бабушку Аню, якая наполняла вот этим вот нутром, сердцем, назирание. Мы все в свою копилочку. И нечто от мать я взяла. А с партнерами, поверьте мне, это мое правило. Мое життєве правило. Улюбляться у партнеров, які дадені на гэты момент, і улюбляться у режиссера, які ставить спектакль на гэты момент. Може, у житті в нас і не буде таких відносин з тим же режисером, наприклад, і з артистами. А на момент спектакля я улюбляюся у кожного і знаходжу у кожному доброе, светлое, хорошее, откидываю все непотребное. Вообще треба все кидать у копилочку только потребно, а не потребно выкидывать. Тому з задовольненням з кожним працювала. Но як можна не працювати, наприклад, називають, наприклад, того же Женя Бересня, чудовний артист, вельми цудовний, Лена Тясова, цудовная Света Суходолова, Геннадий Гайдук, Тимур Жусупов и, пробачьте, Роман, Ромочка, як было? Волод, Рома Волод. А это композитор з нами, значит, на этом спектакле был, по-моему, это в Москве, коли мы были, и он был, показывали ему посольство, его недавно зусим. Разумеете, треба, великое счастье, мы настолько стоим, насколько мы отчуваем людей. Я учуся отчувать людей вельми глубоко. И не робить одразу, як это, выники про человека. Мы все люди, мы все нормальные. И с помылками, и со взлетами, с падениями, со всем. Вот. Сцена, и она облагораживает, по-русски скажу. Она помогает нам жить. Даже если партнер сегодня, хворее, а повинен выйти на сцену, и он выходит на сцену, и он не болеет. Я вам скажу, была такая артистка, вы ведаете, с Малого театра у Гоголева, ей было 95 год, и она сидела уже у кресле таким инвалидным, а ее выход, и она вставала, бегала на сцену, отыгрывала, потом за кулисы, говорят, падала, ее ловили и опять в кресло. Сцена лечит. Поэтому я люблю партнеров. Вот кого бы мне не дали, я люблю партнеров. В этом я себе научила. Я в этом себе научила. Так что, а дети версты, это женщина, яка шукає своїх дітей, які розлетілися по всім світі. Больно, болюче.
хочет собрать их назад. А дети разлетелись. А в финале она говорит, а кто я такая? Каб ругать детей за их полеты. Они птушки, як пуслики, народились и отлетели. Может, так Богу потребно? А? Может, так Богу потребно. Разумеется, это вельми такие спектакль, я бы сказала, про кожны лёс, про кожны, не только про жанчыну. Тут и лёс доглядчика, философ, які рельсы оборванные, оббитые, все оборваны, а он каждый день ходит их лечить, считая, и думая, ну так треба, это в житті так треба. Ходить и считая, вот ходить и считая. Тут кабета топчется, тут доглядчик. И они один бурчать, один на одного и бурчать и бурчать. Один без одного не могут. Вот так уже жить. Так что вот эти дети версты. С великим задовольнением я и Раиса играем эту роль, так само кабету. Мы с задовольнением играем эту лёс жаншины. Тяжкий лёс, але я вам скажу, что у конце все-таки есть надежда, что дети вернутся. А помнишь, как ты был маленький, и ты упал, и в город старенький, и ты маленький шрам, Вася, это твоя мать. Ты так меня сарай! Я тебе не верю. Иди, чапляйся на податках, я на тебе поле пытаюсь. Вось у меня копеечная есть. Иди в бок. Пошли. Я перший раз її бачу, просто забрати мої. Иди, старая! Сярод узнагарод актрисы нагрудный знак Министерства культуры за уклад у развития культуры Беларуси, прыз Белорусского союза театральных деятелей, Криштальная зорка, подяка министру культуры Республики Беларусь. Теперь мы дадим слово мастацкому кіраўніку Колосовского театра Константину Игоревичу Ганчарову. Я коротко, я на самом деле коротко. Я когда шел сюда, думал, ну вот что нового можно сказать про Светлану Николаевну. Я же был уверен, что все про любовь, про то, как мы ее ценим и любим, все скажут до меня. Но так и получилось. Поэтому, чтобы не повторяться, за меня будут говорить факт. Один факт. Я тут вспомнил, что сейчас на данный момент у меня 5 постановок в нашем театре любимых. И во всех 5 играет Светлана Николаевна. Это значит, что вы мне доверяете. А это просто сразу обо всем говорю. Да, дякую вам. Спасибо вам, Светлана Николаевна.
Дорогие, я хочу, как бы, уже на завершение нашей так программы, все-таки прочитать один из своих любимых вершов. Мы с Натальей, когда робили вечеры романсу, я его читала, этот верш. Я вельми люблю поэзию Серебряного века. И эта поэтесса, якую я зараз прочитаю вершик, яна стаяла на одном из уровней с Мариной Цветаевой, з Анной Ахматовой, с Борисом Пастернаком и гэтак далей. Яны лечили яе на одном из уровней с самими собой. Разумеете, это Мария Петровых. Зараз я прочитаю. Назначь мне свидание на этом свете. Назначь мне свидание в 20-м столетии. Мне трудно дышать без твоей любви. Вспомни меня, оглянись, позови. Назначь мне свидание в том городе южном, где ветры гоняли по взгорьям окружным, где море пленяло волной семицветной, где сердце не знало любви безответной. Ты помнишь о первом свидании тайном, когда мы бродили вдвоем по окраинам, меж домиков тесных, по улочкам узким, и нам отвечали с акцентом нерусским. Пейзажи и впрямь были бедны и жалки, но вспомни, что даже на мусорной свалке жестянки и склянки, казалось, мечтали о чем-то прекрасном. Тропинка все выше кружила над бездной. Ты помнишь ли тот поцелуй поднебесный? Числа я не знаю, но с этого дня ты светом и воздухом стал для меня. Пусть годы умчатся в кружении обратном, и встретимся мы в переулке гранатном. Друг другу навстречу по-прежнему выйдем, пока еще дышим, пока еще слышим, пока еще видим. И я сквозь рыдания тебя заклинаю, назначь мне свидание у нас на земле, в твоем потаенном сердечном тепле. Назначь мне свидание хотя бы на мгновение, на площади людной, под бурей осенней, хотя бы в последний мой смертный час. Назначь мне свидание у твоих синих глаз. Да, и час подмяжовывая, я хочу и подяковать вас за то, что вы все сегодня со мной, с театром и Куба Колоса. Я думаю, 100 год. Ну и что 100 год? Будет и 200. Придут інші и будут играть нас, вместе, памятаете этого? Нас на земле. Вот. Но на мое, как бы, на это свидание пришла та самая моя знакомая. Я не могу ни сказать, ни запросить ее сюда. Это Светлана Геннадьевна Путенкова. Она витебский режиссер, певица, выкладчица театральной дисциплины. Пришла со своими учеными нас повещевать театр. Здесь вижу очень много знакомых лиц. Я помню Светлану Сыроежки. Вообще не руши, ще бушики, гучака, не шукай, не вирашли.
Потом я видела ее в разных спектаклях, и мне очень понравилось, я делала сюжет о их вечере романсов, где вот они вместе с Натальей пели, и таким образом я еще лучше увидела, какая она. Но я хочу сказать сегодня, что вот она преподает, там, она учит, она своим примером вдохновляет. И мне очень приятно, что на конкурсах, которые проходят здесь, в том числе в стенах нашей вот областной библиотеки, и в частности, например, по православной тематике, о Великой Отечественной войне, мои ученики читали стихи, и она всегда, вы понимаете, такая непосредственная, такая счастливая. Она говорит: какие дети! А дети, когда видят, что она о них так говорит, они просто растут, расцветают. И вот сегодня я пришла не одна, я пришла с 3 детьми, которые мечтают, ну и, в общем, уже появляются на сцене. Один уже более опытный артист, вторая такая будет поступать еще, ну, как бы тоже, да, вот, ну а третья вы увидите сами. Итак, мне больше всего нравится у Светланы блеск ее глаз и как она улыбается. Поэтому номер наш состоит вот из того, что заставит всех нас еще раз улыбнуться. Итак, наши юные артисты. Я дарю вам солнечный свет и улыбки своей теплый луч. Если грустно станет друзьям, всех друзей я избавлю от туч. Свалится счастье, поделил на части и раздастся нельзя, это просто. А когда будет надо, все нельзя будет рядом, чтоб включить себе солнце или звезды. Воскресенье, суббота, либо это не работа, либо это не работа. Где друзья, а для меня это друзья. Хорошо, что есть театр. Он был и будет с нами вечно. Всегда готовы утверждать все, что на свете человечно. Здесь все прекрасно. Жесты, маски, костюмы, музыка, игра. Здесь
оживают наши сказки, и с ними вместе светлый мир добра. З дитинства батьківський наказ мной зрозумілий з годами. Добрих людей, син, усюди шукай, кепські знайдуться самі. Добрих людей, син, усюди шукай, кепські знайдуться самі. Добрі люди, тут і далеко, добрі люди, з вами так легко, з вами так світло, святою буде. Дякую за це, добрі люди. Стільки дорог довелося пройти, їх подарила мне доля. Розних людей зустрічав у житті, добрих усё-таки болей. Розних людей зустрічав у житті, добрих усё-таки болей. Добрі люди, і далеко, добрі люди, з вами так легко, з вами так світло, святою буде. Дякую за це, добрі люди. Кожною пылинкой и чистой росой свет захоплять тебе будет. Только коли помощь с тобой, добрые люди. Только коли помощь с тобой, добрые люди. Добрые люди, и далеко, добрые люди, с вами так легко, с вами так светло, святою буде. Дякую за це, добрые люди. Добрые люди, тут и далеко, добрые люди, с вами так легко, с вами так светло, святою буде. Дякую за это, добрые люди. Дякую. Я просто хотела сказать, что мы с ней обе дачницы еще, обмениваемся фотками. Так вот, эти цветы мы специально тебе вырастила Арина. Итак, я хочу просто тебя еще раз поздравить. Копешка Арина, Чмиркова Милана и Мартынов Дмитрий. Я хочу еще запросить на эту сцену мой сябр Зорши,
священник Свято-Успенского жіночого монастыря, город Орша, отец Александр. Дякую вам велике, что приехали. Я все понимаю, почему я вышел последним. Наверное, все это была раскрутка, теперь разогрев, теперь поп-звезда вышла, да? Все не так просто, не так все беспысленно. Ведь это светлые сейчас пасхальные дни. Христос воскресе! Воистину воскресе! И поэтому я, конечно, преклоняюсь перед театром. Сам когда-то играл в молодежных и народных театрах, дружу там с артистами. Ну вот, у нас вот нет профессионального театра, но приходится вот так вот сделать. Поэтому с Светланой Николаевной мы знакомы совсем немного, вот 23-й, по-моему. Я скажу, мы познакомились с вами, было 12 месяцев, казочка, постановка. И после казочки Оля Кущина, наша поклонница театра Кубаколоса, познакомила меня с отцом Александром после казочки. Ну, и, конечно, по старости лет, седина в бороду, лира в ребро, я начал заниматься поэзией. Вот, где-то с годом в 2016, хотя я не старик еще, поэтому я хочу подарить свой сборник лирических произведений в память о нашей этой встрече. Вот. Вот. Ну, главное, что тепляние не устали самое. Радость и печальная называется. Вот. Дякую. И с одной истории с этой книги хочу прочитать. «Город белой мечты». А при ранней заре ты меня разбуди, синева в вышине, душу мне взбереди. За минулые дни благодарность несу, засверкали огни, обнажая красу. Обнимаю зарю, нежно выпью росу. Пусть не то я творю, я тебя увезу в заповедный чертог. Чувства бьют через край. Отыщу, дай мне срок, наш потерянный рай. Заповедный чертог я тебе покажу. Только ты согласись, умоляю, прошу. Вырос лес до небес, там, где царствует тишь. Придут волны чудес. Пожелай только лишь. Посредине лесов город света возник. Врата на засов, чтоб чужой не проник. Город белой мечты, зло туда не войдет. Как желаны черты, все без них пропадет. А в листах тех зверье по-людски говорит. Там река еще всех любовью поит. Город белой мечты, он по форме квадрат. Нет войны и беды. Каждый счастлив и рад. Там не знают давно, что есть горе и тлен. Мы достигнем его, не удержит нас плен. В унисон бьют сердца, новый мир Бог творит. Там живут без конца, всякий там знаменит. Город белой мечты. Что встревожился я? Вдруг откажешь мне ты, не твоя, не твоя. Разгадай три черты, это вовсе не блажь. Город белой мечты. Без себя все мираж. Город белой мечты. Одиноких там нет. У святых алтарей принесем свой обет. Город белой мечты для блаженных заветов. И идет от него нескончаемый свет. Христос воскресе! Я знаю, что она пришла поздравить и театр наш, и меня тоже. В одной гримерке дружим. Спасибо, Галочка Букатина. Да, 100 лет нашему прекрасному театру. Здание большое, красивое. Знаете, в каждом театре самое главное место – это сцена, это святая святых, где происходит чудо, название которого – театр. Чтобы это чудо происходило, актеру уже надо где-то собраться,
подготовиться. И я думаю, что в какой-то степени сакральное место для актера – это его гримерка, где он гримируется, переодевается, где собирается. И с этим ощущением наполненности выходит к вам, к зрителю. Я готова тебе признаться в любви. Да ты что? Моя дорогая. Мне несказанно повезло. Господи, потому что это наше 311. Мы делим ее со Светланой Николаевной. И Наталья, и есть. Вы знаете, она у нас необыкновенная, наша гримерка. Там очень много портретов за разные периоды нашей творческой жизни. Много каких-то адресов, фотографий по каким-то важным событиям. И если нам грустно, мы можем посмотреть на наши стены и улыбаться. Вообще в театре работники говорят, что у вас же не гримерка, у вас же музей. У нас просто музей. У нас была в нашей гримерке заслуженная артистка России Оксана Сташенко. Она тоже, когда вошла в эту гримерку, говорит: девочки, куда я попала? Пока не рассмотрела все, мы ей все рассказали, только потом ушла. Так что, когда будете в театре, обязательно скажите: освободите нас. 311-ю гримерку. Нет, там история театра. Мы, знаете, афишки, реклама, все, что связано с театром, и ну и с нами, конечно. Это нас питает, это нас вдохновляет. Это, вы знаете, это так важно, когда вообще это наш дом. Потому что очень много времени мы проводим именно в гримерках. И как важно, когда там такая атмосфера вот уюта, дома. И когда тебе плохо, ты всегда можешь прийти, поделиться, тебя услышат. И когда тебе хорошо, ты можешь поделиться своей радостью. А еще у нас есть зеркало, старинное волшебное зеркало. Вы знаете, оно хранит столько тайн, столько секретов. И вчера открываю дверь в гримерку, море цветов. А там райский сад. А я скажу, почему море цветов. Потому что мы с Грушевым, Вячеславом Грушевым играли рок-н-ролл. Нас просто вчера задарили цветами. И мы давным-давно, все жители нашей 311 приняли решение, что все цветы, которые дарит нам зритель, мы оставляем в нашей гримерке. Поэтому у нас всегда там райский сад. И удивительная атмосфера творчества. Девочки, дорогая моя, спасибо, что мы живем в этой гримерке. Ура! Спасибо, Галочка, спасибо, призналась, мне чуть не поздно. Все, я сегодня точно, как моя мама когда-то, я домой полечу как птица. Я вам честно говорю. Сегодня вот стоит у стенки Леночка Бабарика, мне близкий человек. Я про нее так само хочу сказать про ее семью. И вообще я люблю мастаков. Город мастаков. Мы сразу только приехали у Витебск, мы куды одразу пошли театр и мастаки. Мы ведали и ведаем всех наших мастаков. У меня картины висят, у меня ничего на стенах нема, только картины моих любимых мастаков. И картины моего любимого Кузнецова, Феликса Михайловича. Я, член семьи, хотела сказать. Вот, я сябрую, моя Максимовна, коли была Бабарика жива, детская дитячая письменница, Феликс Михайлович Мастак, и Леночка Бабарика. Она протягивает, я вам скажу, династию інтелігентнішої сім'ї города Витебска. І вона зараз пише чудовніші казки для дітей. Но послухайте, я была на ее презентации, я послухала, так сказка для меня, у ее башмачок оживали, философски, нечто рассуждая, перекидывая свою думку у другой, допустим, у клеточку. И она придумывает такие истории, кожному з нас треба это послухать. Леночка, я знаешь, про что хочу сказать? Тебе дякую великий. Я зараз виконую ту песню, яку ти сьогодні не чекала. Яна ж мене авантюрне було рішення. Яна запросила меня поехать сделать Зеленую гору. Так, поехали на фестиваль, Светлана. Танцующие эвредики памяти Герман. Что там буду делать?
Ну, будешь петь польские песни. Ну, одну польскую я выучила, мне уже баль, и другая, а он мне нравится. И что вы думаете? Мы съездили в Польшу. Я зустрілася з знаковитым режиссером польским Корч. Аліція Маєвська, відома польська співачка. Я побула у її дома з Леною, з Сашенькою, її дочкою. І потім виступила на фестивалі. І за удяку у виступленні вони подарували мені такий подарунок. Я на Славянському базарі співала з живим польським оркестром. Вот это такий вынік. Разумеете, и я зараз заспеваю ту песню, я скажу, про что она. Это будет финал нашей встречи. Верочка, я тебя очень люблю, девочка. Я хочу опять новый сборник. Спасибо, Спасибо. Умеющий человек, она очень любит театр. Это вот, знаете, как умный зритель, я бы сказала. И зараз на заканчение, что я хочу сказать. Дорогие, дороженькі, пока есть махчимость, усміхаємося, живем у гэту хвилину, у гэтае імгненне. Не думаем, что завтра, оно будет завтра, сегодня, зараз. Не дай Бог, не при нас сказанное. Напоткне, прийде эта смерть, и уже ничего тогда не зробишь. А пока она не пришла, дякую Богу, давайте веселиться. Ось эту песню я спевала у Польши, и я зараз ее хочу заспевать для всех нас. Пока есть возможность, ходите на балы, улыбайтесь, влюбляйтесь, берегите себя и своих близких. Кабальера, бибоп, манна, хусарна, ружанец и шанец, ясно и масло и стоп. Пальто найдуши на яке нас прошлом, играем на бискуте жаль. Станем без сердца упаду, що глошем на баль, марша на баль. Швечи, аборты, ядыны на коты, работа в бивринках. Не чує, і яйчі, як порти, мужичі, но бай. Гуфет є заопадшоний, залежить чинучий десь там. Танчик, поки жиш, і смейся до жони, і пій, здоров'я дам. Є бай, подушичі, то бай, є снопа. Jeszcze tańczymy
муж Малашкевич Степа, артист театра кукол, пришел меня повеселать. Дякую. Еще одна моя вельми добрая знакомая Валентина Кузьмина, сябровка моя, мы уже 35, 30 с лишним. Вы понимаете, где она только появляется, все оживляет. Оживляется все, и природа, и люди, все на свете. Творчий человек, несущий свет. Вот я говорю, женщина, несущая свет. Спасибо. Но вашей, так как сейчас Седмица Святая, в вашей творческой семье пасхальные гостинцы. Так, благодарю. Спасибо огромное. Это цветы, знак уважения, почтения к твоему таланту, моя дорогая. Театру столько лет, с юбилеем театра. Всегда, когда приходишь на спектакль, понимаете, настолько заряжаешься обстановкой, атмосферой вот этого творческого, такого вот, понимаете, ну, даже трудно это высказать. Таким драйвом заряжаешься. И если играет лойка, то приходишь домой вообще, уже лежишь и подпрыгиваешь на кровати от переполнения эмоций. Потому что невозможно. Светлану знаю давно. Светлана не зря названа Светланой, потому что она несет свет. На самом деле, светлый человек, которого я обожаю, она искренняя, с ней очень легко дружить, с ней очень интересно общаться. Когда я провожу дома рождественские встречи, всегда, если не задействована на сцене, Светлана и Раиса Григорьевич, они всегда за столом на моих рождественских встречах. И там и юмор, там и гитара, там и переодевание, и кальян, и цыгане, и все, что хочешь, мы придумываем и поем, а потом бредем по пустырю где-нибудь. Ну, это самые лучшие воспоминания из жизни. А самое главное, вот в творчестве Светланы, это то, что она умеет сподвигнуть и зажечь молодых артистов на какие-то невероятные новые проекты, постановки, современные, какие-то создавать вечера просто по своему вот масштабу и по какой-то новизне, необыкновенные. Расскажем и покажем обо всем на свете. Если вы позвоните Свете. 612 34 25.